Пошел, красавчик. Пошел, да, сдвинулся. Сейчас добьем. Подшипник пошел. Добиваем его окончательно. О, провалился. Смотрим наше счастье. Сразу смотрим посадочное гнездо. Ну и ничего. После считая очага коррозии под сальник, все остальное ничего. Ну и здесь наложим гермет. Гермет хороший, автомобильный. Ага. Смотрим подшипник. Что его смотреть? Подшипник как подшипник. Грязный, старый, изношенный. Будем искать аналоги. Продолжаем борьбу за жизнь нашей стиральной машинки. Сегодня были приобретены в организации новые подшипники СКФ. Замес тех, которые мы достали из корпуса, из бака. Был выбор или покупать новый сборе бак с барабаном. Там стояла крестовина, стоял тент. Но стоит он как самолет, $200. Положил $50, можно приобрести новую стиральную машину среднего качества. Решили попробовать все-таки собрать из того, что было. Поменяем подшипники, оставим старую крестовину, оставим старый барабан. Приобрели подшипники, сальник, это недорого, в районе $12. Теперь наша задача это все запрессовать в бак. Для запрессовки будем использовать вот эту головку торцевую. Она прекрасно подходит, как примерим наши приобретенные изделия. Сальник. Вход достаточно плотно. Да. Плотненько. Первый подшипник. Передний. Эти входят вообще с разлета, с разгона. Вот так у нас должно выглядеть потом в корпусе бака. Все. Конечно, крестовина повидала жизнь, тяжелую жизнь. Но будем надеяться, что еще лет 5 послужит. Ну а дальше уже будем менять машину или смотреть в таких акциях, распродажах, купить готовый бак в сборе с барабаном, с крестовиной. В интернете очень мало таких предложений таких крестовин. Было на Украине бэушные и в России тоже, скорее всего, бэушные. Новые они не продаются. Еще хотелось бы отметить винты, которые тут стояли. Если посмотреть на них внимательно, коррозия съела их кончики, они стали как заточенные карандаши. Эти 3 винтика. Были приобретены винты из нержавейки. Раз, два, 3. Эти постоят, я надеюсь, долго. А от старых винтов на крестовине видны следы ржавчины. Вот здесь вот это вот рыжее. Это коррозировали так эти винты. Что от них остались одни заточенные карандашики. Я когда откручивал, даже удивился. Было интересно, зачем такие заостренные винтики? Оказалось, что это не заостренные, это их жизнь поела. Мой такая жизнь. Берем первый 204 подшипник задний. Чуть-чуть я нанес ВДшку вот здесь, по краям. Саму наружную обойму подшипника я смазал литолом. На всякий случай, думаю, хуже не будет. Вот. Восстанавливаем. Берем головочку. Аккуратно сбьем.
как новые. Ну, здесь было проще. Сейчас будем передний подшипник. Передний подшипник. Тоже чуть-чуть добавим ВДшечки. Обмажем наружную обойму бетончиком. Вставляем. О, какой плотничок-с. Берем головку, она как раз становится добиваем его. Похоже, стал на место. Складывают уши и звон в ушах. Да, подшипник на месте. Все прекрасно. Используя привезенные с дачи Метиза М4, мы их перебираем и выбираем те, которые нам необходимы для крепления барабана. Предпочтительнее, конечно, всего вот эти вот болтики с шестигранной головкой. Их удобнее будет закручивать, и можно больше приложить усилий. Если вдруг нам их не хватит, будем использовать винты с широкими шляпками. Они тоже хороши. Но гаи хватит запаса. Еще остается набрать гроверов. Все будет отлично. Готовимся к установке сальника. Берем ацетон. Обезжириваем посадочное гнездо. Обезжирим хорошенько ацетоном. Здесь очень много раковин от коррозии. Похоже, затекал туда раствор моющий. Затем берем, наносим гермет автомобильный. Очень хороший гермет. Можно дозировать его аккуратненько. Вот так. Нанесли гермет. Правим пальчиком чуть-чуть. Там есть раковина. Очень большая выемка. В одном месте. В остальных ряды. Чуть-чуть намажем на сальник каточки. Чтобы прочнее держалось. Приступаем к монтажу. Сальник тоже запрессовать очень аккуратно. Ну вот, он дошел без всяких сложностей. И это немножко настораживает. В автомобильных посадочных местах сальники приходится забивать. А тут просто провалился. Вставляем пластмассовые ушки. Их тут сильно не перепутаешь. Практически. Сразу попадаем. И стопорный язычок отгибаем вниз. Все. Все стоят на месте. Барабан как новый. Монтируем крестовину. Отгибаем. Фак. 2. Третий на месте. Сейчас будем закручивать. Используем нержавеющие винты. Оригинальные винты, они были под звезду, эти под шестигранник. Те винты были похуже, шляпки были меньше. Ну, здесь это не критично. Главное, что оно будет под конус зажимать так, как нам необходимо. На прежних винтах резьба была с герметиком. Чтобы вибрация не откручивалась. Специального резьбового герметика у нас нет. Используем универсальные прокладочные. Я думаю, тоже будет не хуже. Получается очень даже неплохо. Используем накидной ключ в
в качестве удлинителя и зажимаем достаточно сильно. Так. Крестовина, она очень важна. Жалко, что не нашли новую, не отремонтировали старую, но рискнем. Вот так зажимаем. Отлично. Используя старые отверстия, которые посверлили перед этим монтажом, мы их доводим диаметр до 4 метров. Вставляем болтик, чтобы было фиксировалось. Сверлим с противоположной стороны. Тоже старое отверстие. Чтобы не сбились наши размеры. Вот здесь мы уже приготовили. Вот здесь отверстие насверлено. Сейчас вставим болтики. И теперь будем сверлить через 5-6 сантиметров по всему диаметру. Никуда он не денется. Барабан расположен, не барабан, а бак расположен к крышке удобно. Будем сверлить. У нас получилось 32 отверстия диаметром 4 мм под болты М4, там, где позволяет полка. Есть одно место, вот здесь. Тут очень узкая полочка, и болты здесь не станут. Поэтому мы здесь поставим саморезы. Мы просверлили отверстие диаметром 2 мм. С другой стороны мы сделаем отверстие 4 мм. А сюда будет вкручиваться уже, с той стороны будет вкручиваться шуруп. Так будет надежнее. Практически все готово к установке. Осталось только подготовить поверхность под герметик, зачистить, обезжирить на всякий случай, вставить барабан, и дело пошло. Острым ножом удаляем остатки пластмассы, которая плавилась, когда мы резали шлифовальной машинкой наш бак. Конечно, надо было резать ножовкой по металлу. Рез был бы аккуратнее, не было психоплавлений таких, но что есть, то есть. Теперь нам нужно зачистить все, убрать эти остатки, резать лишнее. В двух частях. На большом баке и на его крышке. Крышку мы уже зачистили.